Здравствуйте, дорогие учащиеся! Тема нашего урока – обстоятельства и его виды. Откройте тетради и запишите тему нашего урока. Цели урока. Первое. Углубить знания учащихся об обстоятельстве и видах обстоятельства. Формирование умения выделять в предложении обстоятельства и использовать их в речи. Второе. Развитие умения использовать обстоятельства для придания речи точности, ясности, выразительности. Третье. Воспитание культуре речи. Расширять лексический запас учащихся. Что мы помним об обстоятельстве? Обстоятельства отвечает на вопросы как, где, откуда, куда. Может быть выражен наречием, существительным, местоимением. Второстепенный член предложения подчеркивается пунктиром с точкой. Основные группы обстоятельств. Образа действия или степени. Вопросы: как, каким образом, в какой степени. Место: где, куда, откуда. Времени: когда, как долго, с каких пор, до каких пор. Условия: при каком условии. Причины: почему, отчего. Уступки: вопреки чему, несмотря на что. Цели: зачем, для чего. Верите ли вы что? Утверждение. Если верите, то под графой «да» поставьте плюс. Если не верите утверждениям, то под графой «нет» поставьте плюс. Первое утверждение. Обстоятельство обозначает признак действия или другого признака. Да или нет. Второе. Обстоятельство зависит от сказуемого. Да или нет. Третье. Обстоятельство может быть согласовано с подлежащим. Да или нет. Четвертое. Существует 5 видов обстоятельств. Да или нет. Пятое. Обстоятельство может обозначать причину. Да или нет. Шестое. Обстоятельство может быть выражено глаголом. Да или нет. Седьмое. Обстоятельство может отвечать на вопрос, несмотря на что, вопреки чему. Да или нет. Восьмое. Обстоятельство может быть выражено причастным оборотом. Да или нет. Девятое. Непричастный оборот может быть обстоятельством. Да или нет. Десятое. В качестве обстоятельства может быть сравнительный оборот. Да или нет. А теперь правильный ответ. Обстоятельство обозначает признак действия. Да. Обстоятельство зависит от сказуемого. Да. Обстоятельство может быть согласовано с подлежащим. Нет. Существует 5 видов обстоятельств. Нет. Обстоятельство может обозначать причину. Да. Обстоятельство может быть выражено глаголом. Да. Обстоятельство может отвечать на вопрос, несмотря на то, что, вопреки чему. Да. Обстоятельство может быть выражено причастным оборотом. Нет. Непричастный оборот может быть обстоятельством. Да.
В качестве обстоятельства может быть сравнительный оборот. Да. Обстоятельства. Второстепенный член предложения обозначает признак действия, отвечает на вопросы где, куда, когда, почему, зачем, с каких пор, каким образом. Зависит от сказуемого, выражено наречием, существительным, депричастным, сравнительным оборотом, инфинитивом. Работа по учебнику. Теоретический материал на странице 108-109 прочитаем. Упражнение 146 на странице 110 письменно выполняем. В этом упражнении нужно ставить вместе точек пропущенные предлоги, подчеркнуть обстоятельства и определить их виды. Выполняем в тетрадях. Если вы прочитали теоретический материал и выполнили упражнение, то домашнее задание. Упражнение 145, страница 109, выполняем письменно в тетрадях. Спасибо за внимание. До следующего урока.